Так, сям. Ну что, дефолтный закуп у меня тут. Дефолтный вард хожу свой ставлю. А ты, ну, вообще с какой целью вард ставишь обычно? Вард, ну, чтобы было видно вражеское ХГ и переагривать мог спокойно Мгм. крипов. Смотри, вообще, если ты хочешь, ну, чисто видеть вражеское ХГ, чтобы переагривать, тебе лучше поставить обс ближе к себе, то есть либо сюда, либо сюда. Иногда там люди вообще во время стопа сюда прям тыкают его. Вот. Это делается для того, чтобы, ну, видеть вражеское ХГ и в любой момент сдонать. Если ты хочешь видеть руну, то лучше здесь по углам ставить. Мгм. Руну я обновляю уже, когда вард мой падает. Я обновляю, довожу себе новый и ставлю его уже на руну. Ну да, на этом понятно. Так ты вот вообще как считаешь, в чем, ну, вот, сила Шторма? Там на линии по игре? Плюс Шторма, ну, то, что он с активкой сильный, может загангать сайт, сделать фраг какой-нибудь. Угу. Ну, контроль по игре хороший выдать, А просто на выбрать линии? один таргет на линии. На линии может задушить, конечно, каких-нибудь, наверное, милишников. Ну, снайпера ты как будто не задушишь. Да, снайпера не задушу. Тут никак. Тут просто надо было стоять линию Угу. максимально качать, выкачать как можно больше. Тем более у него такой аспект сильный. Да, неприятненький у него на На линии. шапнеле. Вот, Ну, ну, тут дефолт. Тебе вообще нужно на первых пачках стараться, вот когда он так подходит, стоять поближе к пачке, пока он еще там без хедшота стоит. И просто, ну, попытаться его как-то по чуть-чуть пробивать и не тупо линию впушивать, потому что сейчас будет линия туда-сюда шататься, и у тебя вообще будет ноль шансов его как-либо пробить. Пока что у тебя есть возможность как-то, ну, в матчап выиграть. Вот ты раньше него левел 2 апнул, ты должен был с этим левелом 2, пока он вот здесь вот стоит, его тычковать. Вот, а ты вот просто назад убежал. Еще, ну, есть варик, если тебе впадло этим заниматься, ты можешь просто максимально впушивать линию. Вот этого крипа нужно было, типа, сразу убить, и ты должен был разворачиваться сразу же, типа, стопить крипов. Вот. Но нужно прямо, ну, вот так вот, ну, не останавливаться, короче, нужно прям блочить. Можно одного крипа выпустить, чтобы линия впушилась в тебя побыстрее. Вот. Ну вот. Да, ты ремики часто так, ну, отдаешь, когда это не особо нужно, у тебя от этого придется слишком много, ну, батла упивать, и у тебя в итоге, ну, по ресам, короче, не очень выйдет. Вот, допустим, Я сейчас понимаю, ремик можно не просто нажимать. я тычке своей не доверяю, я боюсь то, Мгм. что не задонаю, поэтому на верочку я всегда, ну, спамлю этими Да, ну, первыми. да, но лучше КС тренировать, а не вот так Мгм. вот ремики просто давать. Ну, Шторма я просто взял там уже от безысходности, у меня арк в бане был. Мгм. Понял, понял. И тут вот так. Я вообще реплей смотрел, там типы, ну, всегда спамят вот этими статиками, Ага, но реминантами. ты должен еще сначала тычку давать и только потом ремик выкидывать, чтобы ты, ну, у тебя же ремнан ходит, чтобы Ну да, прокнуло это я замедление понимаю. типа стычки, Ага. да, вот, а ты вот так вот, ну, ремиком не попал просто. Тут вот Вот, сейчас будет момент, где я подставлюсь. да, но тебе здесь вообще, ну, вот как думаешь, что тебе вот здесь надо было делать? Блин, ну чё, наверное, встать из себя на хайграунде и просто подождать, пока пачка отпушится. Потому Если что, бы ну, ты сейчас просто выгоднее положение. если бы ты просто ждал, пока отпушится пачка, ты бы точно так же, ну, не точно так же, он бы тебе просто всех крипов переденаил, ну, и ты бы просто АФК реально стоял. Еще Ну, есть не варианты значит, вот какие-то? так стоять на расстоянии вот таком, как я сейчас стою, и попытаться своих подонаить. Нет, тебе нужно было подойти, переагрить, и потом, ну, чтобы ранжа своего разбить, и потом МБ еще раз переагрить к себе по тауэр, чтобы хоть каких-то крипов залутать, потому что сейчас у тебя 200 хп, ты, ну, вот у него сейчас будет вторая шрапнель, он тебя, ну, под это может убить. Поэтому тебе не нужно было, ну, как-то медлить, короче. И просто вот еще вот на этом моменте не ловить вот эти тычки, потому что ты должен всегда на миде следить за своими ресурсами и за тем, сколько ты тычек ловишь от врага и сколько он от тебя ловит. Если ты ловишь тычек больше, чем ему даешь, то значит ты что-то делаешь неправильно.
Вот, и тебе нужно было здесь не бежать на лесенку, а сразу же, как только пачки встретились, переагривать. Потому что так у тебя будет, смотри, так, тебе, чтобы подойти и добить крипа, тебе нужно встать за своего ранжа, тогда он до тебя тычка дотянется. Если ты переагришь, то ты сможешь крипов добивать вот отсюда вот. И тогда ему, чтобы тебя ударить, придется подбегать в пачку, он будет на себя агрить и ранжа, и вот этих вот милишников. И И он еще не поэтому... факт то, что попадет меня, потому Да, что с лоу-граунда да, бьет. да, ты на хайграунде стоишь, и плюс у тебя по таурам еще хп реген повышенный. Вот. Мгм. А так, вот ты просто за фри тычки ловишь, ну, ему от этих ремиков, ну, ему, ну, объективно, ему на них все равно. Ну, тут я подставился, но тут не умер, Да, кстати. тут еще не умер, но очень много ресов потерял, и пришлось весь бот убивать. Здесь тебе нужно было просто впушивать линию. Ну, вот я это переагриваю сейчас в пушу. Да, ну, мог ремики покидать. Ну, в целом нормально. Ну, в принципе, Водичку воду забрал залутаю. красавчик, да, нам. Все, Ну, те... тут плохо, не повезло, мисс выпал. Ну, на, нам здесь. Вот, вот в такой ситуации не нужно к нему по тауру идти, потому что, ну вот видишь, вы как далеко, ты же, ну вот понимаешь вот сейчас на реплее, то, что ты ему здесь не крипа, ну крипа Мгм. вряд ли Не, задынаешь. я крипов, я шел с целью подынать крипов. Ну, Я не ну, рассчитывал на то, что да, ну, пробить их понятно, как-то. ну, типа, пробить ты его не можешь, он тебя пробить сможет, у него армора хп регена больше, и плюс, ну, у вас тычка там, ну, примерно одинаковая, да, но при этом у тебя тычка летит долго, а у него тычка моментальная. Поэтому в такой ситуации, опять же, лучше просто развернуться и пойти крипов стопить. Ты можешь динать только если ты милишник, и против ранжа стоишь там, и против слабого ранжа, то есть условный там Эмбер против, там, ну, инвокера какого-нибудь, да, или там, ну, вот такие вот герои, у которых тычка слабая, либо анимация плохая, либо тычка летит долго. Ну, тут ренжа заденайл Да, хотя ну, бы. это, ну, происходит из-за его, ну, такой, ну, просто то, что он крипов плохо добивает, а так, понимаешь, в чем прикол? Вот он первую пачку у себя по таурам за фри заэкспил, и вот смотри, вот у тебя ресов много, ты батлом отпился, у него было ресов мало, но из-за того, что он стоит по таурам, он хилится, и он может тебя еще пробивать, и он уже вторую пачку у себя по таурам встречает. А ты стоишь у него по таурам. Тут просто, ну, банально, вот сейчас Сайленс рапнется, он может вот сюда вот в куст степнуться, и они тебя убить могут под гранатку. Вот, а ты вот здесь вот стоишь просто. Ты очень Ну, сильно это сейчас да, рискуешь. вообще не подумал. Да, поэтому ты никогда не должен стоять на вражеском хэ, ты всегда должен стремиться к тому, чтобы линия хотя бы здесь стояла. Желательно, чтобы она, ну, вообще у тебя на хэ стояла. Мгм. Вот. Еще есть, ну, такая, ну, можно сказать, фишка с вардом. Если ты стоишь в матчап, в милишника, да, либо, ну, в основном это в милишников, рейндж-милишник работает, и ты понимаешь, что ты этого милишника, ну, должен без шансов стирать, ну, потому что либо у вас матчап такой, либо Мгм. вы, ну, либо ты понимаешь, что ты по скиллу намного, ну, сильнее чела, ты можешь себе вард не ставить, чтобы чел, когда у тебя линия будет стоять, ну, вот здесь вот, и ты будешь снизу, то есть его хайграунд, чтобы не видно было, чтобы он переагривать не смог. Ну вот. Ну да, я видел, как это делать, но не понимал, типа, зачем. Да, да, ну вот теперь будешь знать. Так, ну тут я себе, короче, ботинок довез, чтобы выбегать со шрапнелек Мгм. быстрее. Ну, там она одна секунда длится, как будто не очень. Не, ну, тапок, типа, вообще норм в целом, но Но тут я лучше... поставился. Сейчас, кстати, умру. Сейчас умрешь, да, от шрапнели. Вообще, тебе, ну, вот в такого аспекта не поможет тапок, поэтому тапок можешь доносить, ну, типа, там, ВСФ, Хускара, там, ДПшку какую-нибудь, инвокера какого-нибудь, вот. Мгм. А в снайпера тебе тапок не поможет, тебе лучше купи А что лучше солринг можно? фастовый, Soul Ring сразу? Ага. да, апнуть левел 5 и просто в лес уйти. Ну, образно, Потому что на типа. миде стоять Да, смысла особого уже, нету да, против да, да, кого-то. уже тяжело просто в миду стоять. Уже ты там от шрапнели пол лица теряешь. Вот у тебя бы уже был Soul Ring, ты бы мог просто с пятым левелом пушивать пачку и идти себе там лес подстакивать и качать его. М. Так, тут сейчас скоро я еще второй раз, да, вот тут ульта, вот я уже на лоуресах Да, стою. уже Получается, вот намного тяжело. быстрее апнул. Но в Ну, такой короче, не ситуации, посоветовал, да, да, проигран. но вот в такой ситуации, когда у тебя левел 6, у тебя левел 6 нет, а у врага он есть, то и ты понимаешь, что у врага есть возможность тебя убить, то вот лучше забить на эти пачки
и пойти, ну, просто лес покачать. Себе опс обязательно еще сюда поставить, потому что так как сейчас ночь, сюда может четверка пройти вместе с мидером аккуратненько вот так вот. Поэтому лучше сюда себе опс тыкнуть. Ну, и также за Radiant аналогично сюда тыкаешь. И, ну, соответственно, у тебя не будет риска умереть, и ты спокойно, ну, хоть что-то покачаешь. А так ты тут стоишь, у тебя, ну, просто там одна шрапнель, ну, 5 тычек ульт, и ты мертвый. Вот, снайпер этой возможностью, к сожалению, ну, к твоему, конечно, счастью, не пользуется, потому что он стоит максимально далеко от пачки, хотя он сильнее. Он максимально стоит далеко от пачки, и он может в здесь встать и крипов добивать, и тебя при этом рейд-кликать, но он этого не делает. Также, ну, можешь аналогично, если ты будешь на условном марке играть, у которого тоже атак рейндж огромный, если будет примерно такая ситуация, тоже, ну, имея в виду то, что ты должен не в здесь стоять по тарам крипов добивать, а куда-нибудь сюда Посередине, встать, да, да, где-то. да, и рейд-кликать, ну, вот сбоку лучше, чтобы там крипы не агрились. Вот. Мгм. Ты, это, кстати, нарко, знаешь баг там, то, что иллюзии может спавнить бесконечно? А он разве работает сейчас? Ну, его вроде не нерфили еще. Ну, Не не фиксили. нерфили? С этими, Ну, я с видел то, что виздомами. там... с визуалами нет, но я Да, видел, я да. помню, С давнишний еще, когда книжками делали. ульту спавнишь, и у ульты тоже ульта там была как-то доступна, и вот там вот Ну, делали. ну сейчас после реплая можем затестить. Короче, там ты типа копию ставишь на виздом, и копия собирает виздом, и у нее появляется ульта, и так можно бесконечно делать. Прикольно. Вот у тебя второй раз поставился, умер. Да, ну вот. Вот и всё. Без И шестого, потому что еще шестой не залутал, у меня почти там было. Мгм. И еще тебе вот здесь я бы на твоем месте просто, ну, понимал то, что к пачке я не могу подходить, я бы просто пошел себе этот кемпик стакнул и побежал бы на активку просто. И МБ с активкой с хостой какой-нибудь. Я бы там здесь аккуратненько левел 6 до экспил МБ, либо просто бы даже с левелом 5 побежал там на хосте какой-нибудь. Вот. И, ну, и сделал бы килл. Ну, либо в топе, либо в боте. Там, ну, лучше в боте, наверное. Тут после ТП можно убить Агра и Джиггернаута. Вот, и так ты видишь, и из-за того, что ты под левел 6, ты вообще... Ой, под левел 6, под шестую минуту ты вообще никогда не должен ресурсы терять. Если у тебя прям мало-мало хп, допустим, 5-20, и у тебя, ну, там, 100-200 хп, то в такой ситуации ты должен просто бежать на базу. Потому что если у тебя под левел 6 не будет, ну, ресов, то ты просто, ну, банально, вот, снайпер побежит бот-активку контролить, а сайленсер побежит топ-активку контролить. Ты просто выйдешь, и тебя тут сайленсер 1x1 убьет. Поэтому ты под каждую активку должен иметь какие-то ресы, либо под собой сапов. Вот, и так у тебя ни сапов, ни ресов. Ты Ну, просто просто умер. иногда так впадло сапиков колить вот это. Угу. И- Кем себе вбанил? Да, это, Да, ну, конечно. э, ну, ты вообще как, ну, колешь сапов, если колешь их? Я вообще не колю, я Мгм. сижу, играю это молча. Ну, иногда... Вообще по сапам я не колю почти Мгм, мгм. всегда. Просто впадлу. По Ну, игре потом я что-то уже начинаю тебе говорить. именно говорить voice, да, впадлу? Да, потом по игре уже иногда что-то начинаю говорить, но не всегда. Смотри, мне, короче, тоже бывает часто то, что впадлу говорить voice, я знаешь, как делаю? М. Я просто вот на 5:30 я пикаю на таймер, и там, ну, в чате, типа, высвечиваются, да, там, активные руны 30 секунд, и челу на карте рисую маршрут вот так, то, что он пройти должен. Вот, и челы, ну, зачастую, ну, это... ну, у меня, ну, на ХПТС челы сами, ну, в основном выходят. Ну, это да, Но, это да, но понятно. если я играю на рейтинге пониже, там, ну, там, ну, просто, короче, на рейтинге пониже, то я челом всегда рисую. Потому что, Мгм. ну, сейчас челы, ну, в доте уже настолько отупели, то, что они вот voice не понимают, они только рисунки вот эти наскальные понимают, и все. Поэтому сейчас самый простой способ коммуникации в доте, который и фокуса не отнимает, и, ну, максимально эффективный, так скажем, это вот как раз-таки просто рисовать чел на карте и пикать на таймер. Кстати, вот что скажешь по скилл-билду? Правильно вообще это Ну, качал скиллы да, против то, что без снайпера? второго, да, это норм. Да, ну, ты почти... Сейчас такая мета, то, что ты в целом почти в каждой игре играешь без второго спелла. Ты можешь играть со вторым спеллом, ну, только либо в милишника, Мгм. либо если видишь возможность убить чела, переиграть, допустим, какого-нибудь SF,
когда он тебя задавит, как-то переиграть, или Хускара вот там переиграть как-то, да, можешь просто скилл-поинт держать на этот второй спел. Качать его не нужно, просто там левел 3 апнул, ремик пока не качаешь, держишь скилл-поинт. Ну, и лучше в любой матчап вообще на левеле 3 на шторме сразу ремик не качать, потому что, ну, ты его же не по КД юзаешь там, вот, и тебе вот эти плюс, там, 60 урона, ну, не дадут, и так крипов, типа, законтестишь. Вот, можешь попробовать просто поддержать Vortex, чтобы, если вдруг чел поставится, в него, ну, нажать Vortex. Вот. Ну, в целом, то, что ты тут Vortex не вкачал, ну, ты правильно сделал, потому что тебе качаться легче будет. Я потом его на 7 беру, это вроде дефолтно так делают. Чтобы гангать можно было. Ну, вообще, ну да, на 7 иногда там на 8 вкачивают. Я просто еще давно смотрел реплеи, когда они еще были доступны, не было вот этой фигни. Реплеи часто смотрел, и вот там либо качались без Вортекса и брали на 7, либо брали его в единичку, и вот там 2-1-2 была раскачка. Да, понял. Вот так. Ну, вот вообще ты качаешь на 7, только если ты понимаешь вот то, что ты уже вот сейчас вкачаешь и будешь не качаться, а пойдешь какой-то мув делать. Но тут, ну, у тебя ТП КД, активка не скоро, поэтому лучше бы взял ремик в 4, там, и вот этот бы товарочек чуть побил, пока ты знаешь, что снайпер в топе без телепорта, да, можешь прокликать и увидеть то, что у него ТП нету. Вот. Я бы на твоем месте просто вкачал ремик в 4, побил бы чуть товарочек, зашел бы за тавр и вот эту пачку бы скипнул и открыл бы вышку эту. У тебя всегда, если ты слабый на миду, ну, не в плане то, что ты как игрок слабый, а, ну, вот ты мид пожрал, то у тебя самое хорошее контрдействие на ганг вражеского мидера — это сломать ему тавр. Вот. И ты должен... так стараюсь обычно тавер пропушить, когда никого нету. Да, но вот сейчас ты это сделал, но мог сделать намного лучше. То есть мог побить, выйти за тавр, у тебя угрозы никакой нету. У Сайленсера левел 4, Лего в таверне, снайпер без ТП, Огр тебе ничего не сделает, ты Огра ты на карте видишь. Что ты единственный, кто к тебе может прилететь, это Сайленсер. Но Сайленсера левел 4 ты не боишься. Вот. Поэтому здесь ты мог без проблем зайти за тавр. Тут кач. На активку мне не повезло вроде. Да, на активку не повезло, снайпер залутал. Да, но ты на нее чуть поздно стрейфанулся. Это еще по поводу контроля активок, вот ты знаешь же то, что снайпер в топе, и то, что, ну, он тебя уже 1x1, ну, чисто физически не сможет пробить. Поэтому ты всегда в таких ситуациях должен муваться под ту руну, где вражеский медак. Вот. То есть, условно, ты, допустим, стоишь, качаешь вот здесь лес, и хочешь после леса на активку побежать, и видишь то, что снайпер стрейфнулся в топ, то ты же тоже идешь в топ. И наоборот, если ты бы играл за Radiant, за снайпера, и ты бы знал, то, что Шторм качает лес, то очевидно, что Шторм побежит на активку не на эту, а на эту. И ты бы на снайпере, ну, обязан был сюда бежать. Вот. Чтобы, ну, не отдать активку как-то. Ну, так лишний раз не решил не подставляться, посрел в боте. Ну, не повезло. Ну да, ну... просто кач. Да, но ты на шторме, когда у тебя левел 6, ты не можешь, ну, физически поставиться. Тебя убить очень тяжело, когда у тебя там фулл мана, вот это вот все. Если ты просто там плюс-минус кнопки нажмешь, тебя не убьют, из тебя максимум, ну, пробьют немножко рез и убьют. Поэтому нужно было идти на эту активку. Потому что сейчас это твой, ну, единственный путь, ну, на камбэк просто. Здесь нужно тебе впушивать быстренько по чушечку. Ты это и делаешь, красавчик. Солринг, только не нажимаешь что-то. Да, хп еще, да, это пожалел. Вот тут ТП, смотрю, в боте файт начинается, там давят. Вот, смотрю, прилетаю. Вот килл на Агре делаем. Вот еще стало со снайпером под корабль. Вот так еще и сайленсера забираем. Снайпер уже нет, вот я просто отошел. Да, ну, здесь в целом молодцы. Единственное, ну, ты здесь все хорошо сделал. Единственное, ты, когда чела убиваешь, ты всегда должен ему лететь за спину. И вот когда ты второй спел нажимаешь, ты тоже не АФК стоишь и назад не отходишь, должен в него идти. Почему? Потому что вот он сейчас, условно, ну, у тебя просто такая привычка должна быть, то, что ты идешь за чела. Во-первых, ты его будешь после тычки чуть бодиблочить, и, ну, ты банально больше ему тычек дашь, если он отходить будет. А так, он бежит назад, допустим, сейчас, ну, шарпнель какой-нибудь кинется, у тебя тиммейты в страхе разбегутся, а ты слишком далеко стоишь, условно, вот так.
Вот, ну вот сейчас сайленсером ты уже нормально стрейф. Ну, ты должен лететь тоже за спину, не ровно в чела, а чуть за спину ему, потому что вдруг он стрейфанется куда-то и так далее. Ну, у меня вот проблема иногда бывает, то, что я лечу, а эту штуку не отменишь, и я просто мажу вот этим. Да, ну, Ультом, и приходится еще да. ману тратить Ну, лишнюю. нужно просто всегда лететь за спину челу, и все, не нужно ровно в чел. Нужно вот чуть-чуть предсказать, куда он побежит, и вот чуть-чуть дальше полететь просто. Мгм. Так, Так, можешь ну, сагривать 2 кемпа сразу и под себя ремик ставить просто. так, вот тут сейчас вроде, кстати, да, вот байбек от Вайда, Угу. типа тильтанул. Что-то я репорт кинул сразу, все, замутил. Типа странный максимально какой-то был. Вот. Ну, после вот, делаю дефолтную каю, сейчас вроде ж все так билдятся. Это самое. Да-да-да, какая это правильно. Иногда, ну вот, если у тебя прям игра фри, ну, то есть ты мид прям очень хорошо постоял, то можешь и Witchblade взять. То есть если у тебя там фришный матчап, ну, условно, в МК какого-нибудь, да? Ну, если МК потный, он, конечно, шторма убьет, но на таком рейтинге не думаю, что потные Monkey King есть, поэтому ты почти любого МК будешь там убивать, ну, либо там Эмберы, вот такие, ну, милишники, короче, либо просто инвокер условный, да, в которых у тебя фри матчап, ты можешь себе купить Witchblade. Ну, просто можешь, короче, на матчап не смотреть, можешь смотреть просто на тайминги свои. Если у тебя Witchblade появится до 14 минуты, ну, либо ровно на 14, то можешь брать Witchblade. Если ты не уверен, то, что он появится до 14, то бери Каю, ну, и Каю Сашу фастовую. Если видишь, то, что у тебя Witchblade будет быстрый, можешь Witchblade БКБ просто сделать. Мгм. Так, вот тут что-то Рубик смог разбил. Я с Мгм. инвизом. А почему в топ именно побежал? Побежали. Рубик просто заколил. Там Но... кол был выйти на легу. Ага. Смотри, вообще, как бы, ты на мидере, ты плеймейкер, и ты должен задавать темп игры, и ты должен решать, куда тебе идти. То есть, если ты хочешь не идти в топ, где ты ничего не видишь, где качается Void, куда впадлу стягивать героев, и ты не знаешь никакой инфы о врагах, лучше не идти сюда. Лучше пойти вот сюда вот, поставить сюда какой-нибудь опсик на будущее, да, чтобы МБ-ту снайпера какого-то убивать, да? Ну, можешь сам купить, либо сапа заколить, вот у него же есть вард наверняка, да? И пойти в спину, выйти к Джиггернауту. И вот Джиггернаут это уже, ну, скорее всего, ну, 100% килл. Вот, ну и плюс, вот банально, вот вы сейчас пойдете в топе драться, вам там начнут отвечать, вам тут команда не прилетит, если вы тут нападение совершите и вам как-то ответят, тут вам никто не поможет. А тут есть тавер и есть еще 2 тиммейта, поэтому выгоднее убить Джиггернаута, открыть тавер, и тут будет какая-то помощь, а тут помощи никакой, ну, не будет просто. Ты всегда должен, ну, делать, ну, 100% мув. То есть, если есть, допустим, возможность убить enemy carry с шансом там 20%, если он как, ну, low skill выйдет на пачку, зачем-то, когда на карте никого не видно, или есть 100% шанс убить сапа, то лучше пойти убить сапа. Вот. Тут на тоненьком прям легу забираю. Да. Угу. Еще чуть-чуть она от меня тоже отправила в таверну. Да, но вот в такой ситуации нужно просто летать, короче, вот так, влево-вправо. То есть ты летишь там вот за ее спину, даешь ей тычку ремик, потом она на тебя разворачивается, замахивается тычкой, ты опять летишь и даешь тычку ремик. А ты на месте стоишь и позволяешь ей, ну, бить себя, и там ремик не по КД выкидываешь, вот видишь, ты ремик не кидаешь, и ты назад летишь. А можешь лететь вперед, чтобы ее дамажить при этом еще. Вот. Ну, здесь, ну, ты красавчик, типа, убил ее, молодец, но можно делать более на верочку и более, ну, правильно, короче. Вот нужно всегда чел вот влево-вправо летать. И ремик по КД тоже выкидывать. Тут на фонтан отхилюсь просто. Угу. Пойду дальше качаться. Вот под активку по 14-ю. Да, красавчик. Под активки то, что, ну, понимаешь, что нужно под активки играть правильно. Ну тут хорошая выпала щит. Не помню, что я дальше сделал. Может, мы смог тут разобьем еще один. Ну, да, у Скаймага есть смог. Вам вот тут нужно просто не давать вот этому, ну, Джиггернауту фармить, потому что тут в целом, ну, всем будет плохо от тебя и, ну, от твоей команды. А Джиггернаут все абсолютно, весь ваш драфт, ну, может в это него спокойно играть. То есть в Скаймага он купит манту,
Рубик ему ничего не сделал, ты ему ничего не сделаешь из-за крутилки, Вайда, ну, Джаггернаут убьет. Ну, Джаггернаут не Ой, Войд не перебьет Джаггернаута, только если он хрону поставит. Но, ну, Джаггернаут же тоже, наверное, не дебил, там все блин купит, но вот он уже хочет, он у него в кикбае стоит. Вот, и все, и просто этот Войд до него, ну, не сможет добраться с хрона никак. Вот, поэтому тебе нужно всегда убивать тех героев, которые доставят, ну, и искать возможность убить героев, которые, ну, те в будущем, vs которых будет сложно играть. Вот. Ну, сбивай темпом просто. Да, чтобы они шмотки себе не покупали. Вот. Ну, то есть, банально, даже если вы его здесь не убьете, вы просто откроете тавер, поставите куда-нибудь сюда опсик, чтобы его на иншах видеть, и вы у него отожмете, ну, считай, раз, два, три кемпа просто. Вот он дальше этой зоны уже не будет выходить. Если вы прям жестко задушите, то он дальше этой зоны не будет уходить. Вот. Поэтому нужно, ну, вот, стараться вот такие вот здесь, типа, ну, под эту зону, короче, играть. А, ну тут я тавер открыл, регенку Да, забрал. регенку забрал, КСАшу. Вот смог. Да. Вот еще очень такая частая ошибка, то что, вот смотри, у тебя 200 голды до Саши Яши, ой, Какая Саша? Кая Саша, да, извиняюсь. И, ну, ты согласен, то, что, ну, Кая Саша это, ну, для тебя неплохой пауэрспайк такой, правильно? Да. Ну, Расход маны уменьшает. Да, и там, ну, вот там Плотность. вообще очень много плюшек всяких получаешь. У тебя 200 голды это, ну, буквально пойти там эти кемпы качнуть, либо пойти вот здесь у Вайда просто крипов украсть там, или, ну, Вайда не красть, а вот этот стак качнуть, все, вот это твои 200 голды. Но ты вместо этого идешь смакаться с челами, если тебя челы сами смаканули, но тут по твоим страфам как будто вы договорились даже об этом, и ты был согласен. Но если Да, чел я тебя... просто как будто это что-то Да. он покликал на смок, я такой, ну ладно, пойдем. Да, но ты всегда должен думать, выгодно ли это тебе в данный момент. Для тебя это сейчас невыгодно. Попикай то, что тебе чуть-чуть до Кайсаши, и иди эту Кайсашу себе докачивай. Это, ну, мега частая ошибка, но вот банально с Камаг тоже прокликаем, у него 700 голды до Атоса. 700 голды это, ну, 2 минуты покачаться ему. Ну, у Рубика, окей, все есть, типа там. Вот этому Кунки чуть до Кримсона. Вы же можете подождать вот эти все три шмотки и пойти вчетвером, убить Мега сильные всех, да, будем. вы будете просто, вы без шансов врагов сотрете. И вам буквально, ну вот, ему сколько, ну там, ну, 1800 где-то, да? Ну, 2К почти. 3-4 минуты это, да, ему покачаться? Тебе 200 голды, ему там тоже там 2-3 минуты. У этого все есть, окей. И вы можете просто почилить, покачаться, с учетом того, что, ну, там драфт такой неприятный, да, там Легионка будет джампить, там Глобал будет жаться, а у тебя нет ничего против Глобала. Вот. Поэтому ты можешь просто пойти покачаться, подождать шмотки, пока вы сможете стакнуться, и вот как раз-таки вот он дофармит Кримсон под 20-ю, и вы сможете забрать в топе Торма, потом нажать гейт, убить, найти здесь в лесу Джаггернаута условного, либо какого-то героя, который здесь будет качаться, и потом пойти забрать Рошана. А вы сейчас пойдете, ну, и у вас очень огромный шанс, ну, на то, что вы умрете А вот смог просто. на смог, кстати. Да. Тут оказывается. Ну, тут взяли сайленсера просто. Ну да, но убили и всё. здесь повезло то, что вот эти челы смаканулись, а Сайленсер, ну, решил вот так вот просто сделать. Ну, и вот тут вот по поводу ульты. Вот ты его видишь, и тебе, и видишь то, что, ну, по чуть-чуть вперед страфуется, поэтому тебе нужно было, ну, вот, лететь вот сюда вот примерно. А ты полетел вот в его предыдущую точку, то есть ты не уже не нажал просто наперед. тогда. Да, ты не наперед летишь, нужно всегда наперед лететь. Так, вот он файт какой-то, мы убиваем. Тут Да, хорошо, ну, кстати, тут да, пофайтились. здесь получилось хорошо, но хорошо получилось только потому, что Сайленсер, не видя ни одного героя на карте и зная то, что его команда смахнулась кого-то искать, не с ними пошел, или не пошел где-то зажаться, да, чтобы глобал нажать, да, Подставился, а он да, просто максимально. подставился. И враги после этого не вышли куда-то в бот, да, просто и в гейт там искать этого, там, ну, Вайда условно под дуэль. А они тут остались. Из-за этого, да, вы хорошо подрались. Но были бы тут, ну, челы чуть поумнее, вы бы тут, ну, просто игру себе заруинили. Так, ну тут Аркейн вот тут что-то. Пошли Джаггера, кстати, мы убили со Скаем. Ага.
через третий его, пока манты нету. Почему Witchblade решил себе делать? Witchblade для дэмэджа просто. Ну, а ты вот, ну, смотри, вот прокликаем так чисто 1000 хп, 1400 хп, 1500 хп, 1800 хп. И вот посмотри на свой драфт. У тебя, ну, вот ты считаешь, что у тебя урона мало в команде? Хотя хватает. Ну, просто мы без вайда сейчас играем, мы играем 4+1. Ну, все, ну, да, они же тоже без Джаггернаута все это делают. И у снайпера нету дэмэджа. И при этом, ну, вот у тебя Скаймаг буквально любого героя шотает. Рубик тоже очень много дэмэджа выдает. Ты без Вичблейда достаточно дэмэджа выдаешь. Кунка просто за прокаст тоже неплохо выдаст. Зачем тебе Вичблейд, если ты можешь тут умереть, ну, либо за, ну, за дуэль, либо за глобал. Купи себе просто, ну, либо БКБшку, либо линку какую-нибудь, и все. Я, Зачем тебе короче, вот это? себе потом, я БКБшку решил не собирать в этой игре. Ага. Я себе вроде потом просто Юл сделал. Да, ты, а зачем ты Юл сделал? Юл Да. против глобала снимать себя. Ну, Это потому что, ага. Ну, в смотри. остальном против Джаггера еще можно лишний подсейв. Смотри, тут именно в такой драфт тут будет так работать с глобалом, то что чел нажмет глобал, чтобы тебя убить, ты заюлишься, и пока ты будешь там, сколько юл, 2.7 длится вроде? Ну, Ну, я не там помню. 2.67 Ну, вроде, примерно. или 2.7, ну 2.5. Вот. Да, 2.5. Ты эти 2,5 секунды будешь стоять, ну, по факту на месте, и просто под этот конец юла в тебя просто легионка прыгнет, и все. Поэтому, ну вот, условно, с линкой ты точно не умрешь от легионки, да, а с юлом ты, ну, точно умрешь от легионки. Или с условным БКБ ты точно так же, ну, законтришь глобал, но и при этом ты, скорее всего, не умрешь от легионки, потому что ты нажмешь БКБ и сразу полетишь куда-то. Либо там, ну, просто чтобы тебя не сдуэли, или что ты предпримешь. А в Юле ты стоишь АФК просто. Ты можешь взять Юл, только если там, ну, вот под Юл больше нет никакого сетапа. Тут, кстати, Юл, вот тут еще, ну, прикольно то, что можно будет его апнуть и от леги сейвить просто тиммейтов. Ну, это его нужно апнуть, а это сколько денег тебе нужно, поэтому у тебя задача-то в игре другая, поэтому это не очень, короче, идея. А что тогда надо было собрать? Вот сразу после КСАш надо было БКБ, да? Да, КСАшу, БКБ, и потом уже можно Witchblade и линку сварить просто. Вот, я бы, наверное, вот так вот забилдил все просто. Либо, ну, можно на линку чуть подзабить, если ты там легу не боишься, допустим, ну, потому что там у тебя кунка с Кримсоном, да, и там, ну, есть чем, короче, под сейф есть. Вот. И плюс у тебя вот Рубик с Юлом, пока Агана у нее нету еще, ты, ну, Рубик тебя будет сейвить. Вот. Поэтому мог бы просто взять там КСАшу, БКБ, Вичблейд и там Шиву все сварить просто. Так, ну тут файт какой-то, вот хороший Войд подключился. Ну, Тут вот на кунку забайтили, его очень тяжко убить, у него Кримсон, не знаю, зачем они на него полезли. Мы тут все оказались. Вот видите, что то же самое, тебе чуть-чуть там, ну, до твоей шмотки, а вы, ну, вот, что-то здесь хотите, да. Ну, да, здесь напали просто, ну, окей, тогда ладно. Но вообще, вот скоро 20-е, тебе здесь нужно было не смаковаться и куда-то в спину обходить и что-то такое. Тебе нужно было просто дальше протолкать эту линию. В пятером вам это нужно было с кункой делать. Ну, либо, ну, вчетвером без вайда, окей. И просто сломать эту вышку и играть, и ждать Торма просто. Вам вот это здесь, вот то, что вы сейчас делаете, вам это здесь, ну, вообще не нужно. В этом просто, ну, смысла особо никакого нету. Потому что вы сейчас здесь подеретесь, потеряете ресы, потеряете героев, и Торма забрать не сможете. Вот все. Вы один в один разменялись, да, круто, убили Джаггернаута, но все, Торма вы теперь не забираете, потому что тут враги рядом. У вас не получится Торма забрать. Ну, хотя ладно, у вас, конечно, хрона есть, получится, но не факт, что эта хрона подойдет. И зачем ты на базу или куда ты полетел? Ну. Я вроде... Что я сделал? Да, ты на базу зачем-то полетел. Когда у тебя 10 стиков и ресов ловы почти. А потому что там их много, я решил. Ну, на Т2 мог полететь, либо на ноге просто там на гейт пойти. Или что-нибудь такое. Вот это тоже часто такая, ну,
ну, можно сказать, ошибка, то, что люди всегда летят на базу, даже если у них фуллресы, ну, ты же можешь на Т2 полететь, там, на ванпост полететь, что-нибудь, куда-нибудь, ну, в такую точку, чтобы сразу качаться пойти, а не с фуллресами на базе стоять. Так. Ну, тут просто пошли с КМ фраг, сделали под регенку. Мгм. Все нормально. Дальше кач у меня Да, да, да. Юл. Ну, кач это круто, но опять же, ты должен был просто идти, должен был коли челов впушивать вот чуть-чуть, ну, аккуратненько, чтобы тебя, ну, лего не прыгнуло. И просто тебе, ну, Торма нужно было забирать. Либо если ты, ну, у тебя, допустим, команда не хочет этого делать, и у тебя вон твой такой, нет, я буду в боте качаться, то можешь в бот прийти с кункой и забрать Рошана, а Торма им отдать. Это, ну, тоже норм будет. Мгм. Вот, а вы, то есть, вы вот деретесь вроде, а объективники не забираете. Вот вы в топе подрались, Т1 вы, ну, не забрали, Торма не забрали. Сейчас тут килл сделали, тоже ничего не пошли делать, просто развернулись качаться. Вот тут файт начался. Да, вот тут, Вроде ну, хороший для да. нас. Ну вот Такой. здесь пока что, ну вот вы Вот тут норм, Трикс мультикаст прокнул вообще анлак. ну вы Меня здесь, убили за здесь это. сейчас, ну 4 в 4 либо там 4 в 5 разменяетесь. И опять 3 экстрим мультикаст, я Да. не верю. А там душу продал за это. Ну, на За игре, мультикасты. на игре какой-то нуб, конечно, ну ладно. 4 в 5, ну вот смотри, вы подрались вроде, да, круто, 5 убили, Вой там подключился, Хром наконец-то реализовал, да, но при этом вы подрались, и за это ни Торм не упадет, ни вышка никакая, вы ничего не отжали, вы просто подрались и разошлись, и все. От таких драк Мгм. смысла нет, но вот банально, давай вот итог боя посмотрим. По золоту, ну, в плюсе на 400, по XP в плюсе на 1100. Ну, это, ну, согласись, это не то, Ну, что... не прям много. Это, Это не это не прям. то, что вы хотели за то, что вы, ну, подеретесь. В этом... Мгм. Ну и плюс, вот смотри, вы получили ну, побольше экспы, побольше голы, но при этом вы вчетвером сейчас в таверне сидите. То есть вы ничего не получаете. Ну, враги, конечно, тоже ничего не получают. Но ты... Но у нас хорошо то, что Войт это все там залутал, Да, но опять понтосил, же, ты припёр. ничего не лутаешь. Ты же не можешь Мгм. на этого Войда надеяться, то, что он, ну, еще раз хрону хорошую поставит или что-то такое. Поэтому, если ты видишь, что для тебя файт невыгодный, просто говоришь, типа, там, ребята, я не с вами, или пикаешь то, что там тебе чуть-чуть до шмотки, и просто не идешь в эту драку. И все, иди там, ну, команда твоя пойдет драться, суицидниться в них, окей, ну, это их проблема, ты в этот момент можешь просто пойти там Т2 сломать, либо там, допустим, понять то, что в этом файте, допустим, скорее всего, Джиггернаута не будет, и Джиггернаут в этот момент пойдет бот сплитить. И ты пойдешь здесь в соло Джиггернаута убьешь, и ему никто не поможет. А Джиггернаута, Мгм. ну, ты если там нормально раскайтишь, ты вот 1500 хп пробить должен. Вот. Ну, он, конечно, может крутилку тупаут нажать, но если он нажмет крутилку тупаут, то он очень много времени на этом потеряет. Поэтому в любом случае ты выгоду с этого получишь. Мгм. Вот, а так ты просто умер, особо, ну, киллов не полутал, ну, и не очень все, короче, получилось. А сейчас сейчас вам нужно играть, просто ставить... Вам нужно играть вот здесь вот, ставить Подрошу, вот да? здесь вот варды, да, играть под Рошу. Ну, Торм уже должен был забирать, он забрался, да? Но его... Или... Но его нету, кто его забрал. Ну, враги, наверное, забрали. Да-да-да, вроде они его. А стоп, Да. а он снизу разве Да, он был? А, снизу. да-да-да. Да, они его забрали. Вот, они его... Вот, смотри, вот они, после того, как реснулись, хотя они реснулись позже вас, Джиггернаут заранее попикал на Торма, они сюда пришли и убили его. А вы этого Мгм. не сделали. И вы, ну вот, зная то, что они сейчас в топе, все, и вы, ну, так скажем, должны быть схронной посильнее, вы просто должны, ну, подождать, условно, пока он докачает бабочку, и пойти и нажать в них смог. Вот. Либо, ну, даже можно без бабочки, просто с хроной. Ну, лучше, конечно, с бабочкой. Но если прям нужно дефать этого Рошана срочно, то можно просто без бабочки нажать смог и пойти дефать его. Но это только потому, что нужен дефать этого Рошана. Если Рошан дефать не нужно, у врагов нет желания его забирать, то можно дождаться фляй. И твой... Что ты, паразма, да, ты Я, хочешь? я, я по-разному, да, решил. Я Да. просто вот привык играть на шторме последнее время в этом патче, как будто он вообще дэмэджа не вносит. Я вот играю, Угу. дамага очень мало. Поэтому я вот себе всегда, ну как, очень часто хочу собирать какую-нибудь паразму побыстрее, чтобы носить дэмэдж Угу. нормальный. Тот Понял. был момент, я не помню, какой-то патч был, то, что там шард тарили довольно фастовый, и было много дэмэджа. Вот я к этому уже Угу. привык.
А сейчас Шард пофиксили, Талик пофиксили. Да, И да, вот. ну, Паразма это, ну, хорошая шмотка, это, ну, я бы сказал, правильная. Но прикол в том, что из-за того, что ты купил Юл, а не БКБ, ты побить здесь не сможешь нормально. Вот ты себя заюлишь, в тебя, ну, банально Огр вот этот экстрим мультикаст даст, и Да. все, ты, ну, бесполезный в файте. Или, ну, из-за того, что у тебя будет банальное замедление от его второго спелла, ты будешь получать рандомный дэмэдж от всех спеллов, у тебя просто ни хпшек не хватит, ни маны не хватит, чтобы все это доджить. Поэтому вот для этого и покупается БКБ, чтобы быть, ну, в файте быть не бесполезным, чтобы ты смог в файте бить. А в файте ты, ну, с Да. этим Юлом не... Ну, вот смотри, вот тут у тебя вроде есть Witchblade. Так, еще чуть отмотаем. Вот ты нападаешь, А вот тут вообще анлак, нам чуть-чуть дэмэджа не всё. хватило прям. Вот, а ты напал, тебя просто застанили, из-за этого вы чела не убили. Ты, ну вот, и Юл, кстати, тебе для глобала, ну, как в итоге не понадобился, да? Ты и так его пережил, если тебя не дуэлят. И просто ты вышел. Просто потому, что у тебя БКБ нет. Было бы здесь БКБ, ты бы влетел в Джиггернаута, нажал бы заранее БКБ, и вам бы хватило урона. Но просто из-за того, что ты купил, ну, чуть неправильную шмотку, вы здесь файт проиграли. Ну, как файт? Здесь... Типа, если я нажимаю БКБ, и вот влетаю в Джаггера, и тип на сайленсере жмет глобал, я же все равно, типа, бесполезный, я без Ну, кнопок. да, ну ты можешь, типа, после его глобала, типа, жать. Ну, просто там такая ситуация, то, что мы влетаем, начинаем бить уже, и он только потом Угу. глобал жмет, когда видит это. Ну, Там, ну да, получается, да, да. БКБшку надо жать Тогда уже, не заранее, да, выжидать. да. И, ну, да. Нужно просто подождать глобал и инста вжать этот. Ну, БКБшку свою, короче. Мгм. Ну, вообще, я бы на вашем месте в этого Джиггернаут уже не коммитился. Я бы коммитился в Сайленсер либо в Легу, потому что пока что в этот Джиггернаут урона никакого у него нету. У него ни атак спида, ни агана, он пока что, ну, булка просто. А вот Сайленсер своим глобалом очень много делает, и дуэль вам очень мешает. Поэтому вам нужно как-то заходить со спины на псах каких-то. Это ваш опс? Не ваш. Вот. Заходить как-то со спины и ну вот, находить первыми либо Легу, либо Сайленсера. А так как вы прыгаете в Джиггернаута, этого Джиггернаута просто дефуют, и все. Да. Да, вот. Поэтому лучше прыгать в героев, вот, которые как раз дефуют, чтобы... Ну, потому что если ты прыгаешь в героя, которого дефуют, его уже никто не задефует. Вот. Мгм. Поэтому так вот. Ну, тут качу, сюда по-разному, мне курьера убили. Я Да, еще не могу это запоздать. грустненько. Сходил, купил сам. Вот они Аегу забрали. Да, ну вот Сейчас уже с Легой. это вот все. Ну, вообще, они должны были Рошу еще вот забирать вот на этом моменте. Они убили Кунку, они должны были инста Рошана забирать. Они этого, ну, Мгм. к счастью, не сделали для вас. Так они это не сделали, как только апнулся Кунка, должны были это делать вы. Потому что у вас есть инфа о том, что они в боте, вы можете вот так, вот прямо сейчас, вот вы здесь все находитесь, могли пойти забрать этого самого Рошана. А вы, ну вот, просто что-то ля-ля-ля тополя влево-вправо, и, ну, по факту ничего не делаете. Мгм. Но нужно всегда в доте, ну, играть за объективы какие-то. Вот враги, они, ну, хоть там кнопки и вот это все не очень нажимают, и там на Джиггернауте, ну, имеет мало творца, они они после файта что-то забирают. То есть вот здесь они подрались, даже с учетом того, что они подрались плохо, они потом забрали сразу Торма. Еще раз они подрались, там, ну, вот у вас Т2, я не заметил, на каком моменте упало, но, короче, они там Т2 где-то как-то забрали. Сейчас они, ну, вот, пошли в тупую, Рошана убили. Ну, не, они его, по-моему, снизу добьют в итоге. Или нет? Не, тут добили. А, нет, тут убили. Да. Ну, вот это потому что они, вот, вы могли убить на 28-й, пока они были здесь вот. Но они за все это время вот такой вот круг сделали и спокойно забрали Рошана. Вот, потому что вы не ставите ни вардов под этого самого Рошана, не играете под него Но пачки. у них, кстати, вот стоит там вард уже. Да, под вот у Рошу, них посмотри. стоит, да. Вот, и то есть и еще плохо то, что вы то, что они впушивают у вас линию постоянно, вот эту, которая под Рошаном, да, была, а вы ее вот в обратно не впушиваете. Вы впушиваете зачем-то бот, где в боте объективов никаких нету, и вы впушиваете в мид. Ну, мид это норм, окей, мид под активки там, да, ну и тоже под Рошана, но топ вы отдаете челам, а вы не должны этого делать. А топ почему вы отдаете? Потому что вы до сих пор, ну, здесь Т1 стоит. Поэтому враги могут спокойненько толкнуть мид,
полететь на Т1 и толкнуть топ, и все. А если бы вы сломали тавер, то им бы пришлось либо сюда тэпаться, либо, ну, просто пешочком сюда бежать. Ну, вы им просто даете из этого таура, вы им даете больше территории для плея. Мгм. Вот. Ну, вот сейчас, опять же, вот купил ты по разуму, ну, и ты файте, скорее всего, ну, будет бить достаточно, ну, тяжело просто. Мгм. Ну вот я вот сейчас только решил линку покупать против Леги этой. Да, но опять же, Тут вот важный момент, я Жагеру Аганим мгм. вырезал. Ну да, красавчик. Вот. Но вот такая уже линка, которая сейчас будет, ну, на минуте там 35-37, уже к этому моменту, ну, Легионка себе может какой-нибудь нулик купить и те сбивать Тут линку хорошо то, эту. что она какая-то бедная довольно в этой катке была, то, Да, что это не особо повезло много тебе. было. Вот. Но, опять же, вдруг он в моменте одумается, пойдет покачается, купит себе нулик и все. Вот. Поэтому здесь тебе нужно было, ну, просто брать Сашу БКБ, чтобы нормально драться, потом уже Witchblade и линка у тебя была бы там, ну, на минуте условно, ну, там, 30, вот сейчас бы у тебя была бы линка как раз. Мгм. Если бы вот, ну, не Паразм и не Юл, у тебя был бы просто БКБ, Witchblade и линка. Так, ну, это понятно. Тут я вот попался, отпушил линии, пока они, я думал, Ага. они все боти играют. Тут показался, Лего инста ТП нажала, убила меня. Ошибка моя. Да. Ну, так, давай вот так вот. Там еще глобал сверху накинули. На это вообще. Ну, ну-ка, давай твоими глазами врубим. Так, вот здесь ты уже видишь, что сайленсер сюда куда-то стрейфанулся. Вот так вот. И ты на мапе вот сейчас, когда ты идешь отпушивать, ты видишь, это, скорее всего, рил, это две иллюзии Да-да-да. и две иллюзии снайпера. То есть ты видишь на карте по факту только одного героя. И который не пушит прямо сейчас, а он вот что-то здесь хочет сделать. Поэтому вот вообще, если бы я играл, я, наверное, подумал, то, что Джиграунд здесь сейчас будет в тупую пушить, а за ним просто тиммейты в смоке стоят, и все. Вот, поэтому я бы на пачку не выходил. Ну, я бы, наверное, знаешь, я бы просто здесь ремик откинул бы быстро и влево бы улетел сразу. Я бы вот здесь вот не стоял Да, так я долго. тут тупанул, я вроде еще дальше пошел, Да, когда ты еще они начали дальше подходить. пошел, и вот ты уже увидел там вот аграву здесь, вот, там, вот здесь. Мгм. То, что тебя в спину там обходит уже. Ну, это, ну, очевидно здесь было, что ты умрешь, что на мапе, считай, одного героя видел. Ну, ты можешь, типа, сюда вылететь, кинуть ремик и улететь сразу просто влево, качнуть этот кемп и полететь на базу. И все. Вот так, да, ты можешь себе позволить сделать. А вот так вот, ты вообще ни в какой игре, даже если ты видишь героев на карте, ну, лучше так, ну, не делать. Ну, если ты прям всех Мгм. пятерых видишь, то окей, можно. Но если ты хотя бы одного-двух не видишь, которые, ну, могут тебе какой-то вред нанести, то лучше вот этим вот не заниматься, потому что они в тебя нападут, ты захочешь уйти, тэпку они тебе собьют, и, ну, и ты труп. Так. Ну-ка, Вот тут еще мы файт хорошо промотаем. пофайтились тут как-то. А ты байнулся или ты резнуться успел? Не, я резнулся. А, да, да. Так, ну тут команда без тебя что-то смогла. Ну, тут уже 10 секунд. Вот, На... Скаймог. Ты резаешься. Так, ну я туда не решаюсь лететь, у них всех. Ну да, без БКБ Вот это Сайленсера страшно делать. просто на крест подловили На и Юл зря вырезали. нажал, как будто. Вот тут еще обидно, я это тупанул. Да. Ну, это анлак. Ну вот мы пошли, вот тут Т2 мы заберем за это. Но тут уже осознали, Заберем. что нужно что-то забирать. Все. И Вот. потом отошли, вроде я пошел линку докачивать. Да, но вообще вы должны были не вот не отходить так. Вы сейчас, ну вот, вы сейчас сломали Т2, и вы в позиции стоите, правильно? Мгм. Вы должны были после этого Т2 заходить сюда и занимать вот эту вот территорию. Пока у вас есть хроносфера, там, ну, корабля нет, окей, но у вас есть Пайп Кримсон, вот, вам нужно было просто вот здесь вот это делать, чтобы под топом быть, поставить варды под экстрашана и стоять под топом, вот здесь вот играть, чтобы забрать вот этот Т2, ну и в целом, чтобы врагам не давать эту территорию. Плюс тут Виздом еще резнулся только что, вы его тоже не забрали. Но минут назад он появился.
Вот. Вы просто ушли зачем-то в лес все качаться. Вам нужно было здесь оставаться. Здесь, ну, те же самые кемпы по факту. Вот тут еще есть пачка, есть еще Т2, и через 1,5 минуты может быть апнет Рошан. Вот, а вы тупо в лес ушли. Вы должны всегда, когда выигрываете файт какой-то, вы должны оставаться на этой точке, впушивать там линии и ставить там варды. А у вас карта черная, и враги просто без проблем обратно впушили и зашли к вам на ХГ, барак просто за фри сломали. Вот, просто потому что вы в страхе в лес ушли. Хотя там еще до Легии было 15. Ну, и вы все в позиции стояли. А врагам, понимаешь, врагам нужно было сюда как-то тэпнуться. Тэпки у них бы были миллиард секунд. Им нужно как-то собраться, как-то определиться. А вы уже определились, вы уже поняли, что вам нужно делать. Вы уже примерно знаете, что будут сейчас делать враги. И все, вы уже готовы, а они не готовы. Вот тут сейчас, кстати, файт хороший вроде будет. Я уже с линкой, там в боте будет файт. Вроде. Да, вот тут начинается, мы обошли в смоках, я прыгаю в снайпера сразу. Да, но то, что Вообще, обошли кстати, такой красавчики. таргет, как будто надо было вот... Ну, я только Сайленсера надо снайпера было. видел, я в него залетел, поэтому... Да, но Да, так бы в идеале лучше, встало. да, лучше вот тоже, вот, когда ты в спину выходишь, либо даже с инвиза выходишь, да, там, на ранней стадии, на линию какую-нибудь, никогда не нападай в первый попавшийся таргет, потому что вдруг какой-то повкуснее таргет попадется, либо ты такой влетишь, оказывается то, что вот здесь вот под ним Лего с огром стоит, вот здесь вот прямо, да, и тебе линку собьют и задуэлят просто, вот. Поэтому лучше всегда чуть-чуть, ну, не торопиться, чуть выждать и напасть, ну, вот, допустим, еще чуть-чуть бы ты прошел, ты бы этого сайленсера увидел, убил бы сайленсера. Вот Это там было еще бы агра получше. заметили, вот чуть выше. Я Да, мог да, его ну, агра не, ну, в агра не нужно было тебе врываться. В агра, ну, не надо было. Огр не мой бесполезный таргет. таргет, да. Это не твой, для тебя он бесполезный. Для тебя таргет это либо сайленсер, ну, можешь трайнуть легу пробить. Вот. А так, ну Ну, вот, тут Зальта вот да, дуэль вот в линку. видишь, ну, по факту произошло, как я и говорил, только тут вместо агра под ним оказался сайленсер, и поэтому линка у тебя не сбилась. Но он вообще тебе мог форсом линку сбить, он Ну, туповатенький чуть. это прям потно как будто было. Да нет, да это, ну, не потно, это дефолт. Ну вот, я вот на бетике на 4 играю часто, я постоянно форсом линку сбиваю. Ну, и тут Юл сразу жму после глобала, они все встают, блядь, под корабль, под торрент. Да, ну то есть просто вообще умирают. здесь ты должен был умирать, то есть, ну, а вот Мгм. объективно, ну, ты же сам понимаешь, что сейчас то, что ты вылетел, ну, не очень по факту. Вот ты вылетаешь, Да. все, форсом сбивается, ну, должен сжаться, ну, либо с инста-глобал, либо он может тебе линку, ну, окей, не форсом, третьим спеллом он может просто тебе линку сбить. Вот он в итоге нажал глобал и дуэль в он линку. дает первый, он еще Да, и первый он дает. дал первый. Ну, то есть он тут просто, ну, очень плохо сыграл, и все. Так ты тут должен был умирать, и файт должен был проигрываться. Просто потому что ты поторопился. Ну, вот, типа, произошло по факту, ну, как я и говорил, то, что тут просто под ним, скорее всего, рядом прям стоят герои. Ну, и все, и ты чуть здесь, ну, ты очень сильно здесь, ну, рискнул, должен был умирать. Ну, повезло, к счастью. Так, тут красавчик тот, что отпушил топ. Красавчик еще ланшей, нужно было гейтоваться и распушивать бот. Вот next пачку, которая вот сейчас вот здесь вот будет. И А не опасно под было сапом. Ну, да, они еще в топе, они тебя только что в топе видели, они тебя в боте не будут ждать. Ну, давай посмотрим, что Лего делает. Они вот в двойку бегут. Они Рошана бегут. На Рош. Да, вот, Вот это мы опять пропустили. Да, и вот как раз таки, если бы ты инста-гейтанулся бы и чуть здесь бы почушку толкнул, и поставил бы себе сам опс. Уже не было. Да, поставил бы сам опс, либо бы там команду бы подколил сюда подойти, вы бы Рошана задефали. А так, ну, ни Рошана, ни Торма, ничего за игру вы не забрали. Опять Рошу отдали врагам, и опять вам нужно просто, ну, от ХГ черпыта, ну, феноменальный хрансфер, видимо, поставилась. Ну, тут и в Джаггера, и в Снайпера, 25-й. Да, и в Шторма, и в Кунку. А я говорю, какой странный чел, он у меня в муте всю катку был, что-то Нормально, рефрешер нажал и на таймволке улетел просто. Вот, у Лего Скаймага хорошо. Вот тут Руби, кстати, прям идеально подсеял вот этого Скаймага, его напнутым. Ну, вот здесь вот вообще вот, опять же,
Вот ты сейчас полетишь, или ты уже слетал? Вот ты полетел, и ты просто вот, ну, вот сюда вот влетел. Хотя ты мог чуть за спину пролететь, Вперед. в сайленсера, либо в джиггернаута за спину. А так, ну вот смотри, вот о чем я говорил. Вот ты сейчас будешь бить, они от тебя убегают, и до ними, чтобы дать им тычку, тебе приходится микрошаг делать. Это тоже, ну, вот, время твое тратит. Я решил вообще к Леге это задефать. Да. И по итогу мы убиваем Да, только в Легу. итоге убили, да, только Легу, отпустили там лоу хп Джиггернаута, но сейчас он уже под вардом отхилился, он не лоу хп. Отпустили Сайленсера, который тоже был не фуловый, Огр, который поставился, и Снайпер, который вот здесь вот в страхе стоял, там тоже у него 50% хп было. Просто всех отпустили. Здесь увидел Огра, почему-то решил, ну, бедного котика убить. Ну ладно, Огра добили, молодцы, окей. И Сайленсер тоже. Ну да, но там челы просто почему-то инста не потэпались. У них же ТПшки были, да, у них были ТПшки. Они должны были после смерти Легионки просто в кустах вставать и утэпываться все. Ну-ка посмотрим, что они делают. Они Вот. просто бегут. Но сейчас вот уже они должны были улететь. Вот сейчас Сайленсер должен ТП на базу жать. И Джиггернаут должен Блинк ТП аутжать. Джиггернаут не Он блинкуется, просто на ему блинке похуй. Не, и он еще ничего не делает. Сайленсер тоже ничего не делает. И, ну, снайпер... Где снайпер? А вот снайпер додумался улететь, снайпер молодец. Они как будто что-то разворачиваются, они как будто хотят, что ли, пиздюлей нам еще дать. Да, да. Ну, и здесь вы камбэкнули. Да, вот тут, Да. кстати, хрона ставится хорошую. Да, да, посмотрим. Тут Джаггер просто в тупую, без ничего. Вот нам сносил, сплитил, но тут он уйдет. Ты мог в пол просто ультануть и все, да. Ты мог просто в пол ультануть, и нормально было. Да, я просто подумал, то, что это он ультанул обычной ультой, а это аганимная была. Да, поэтому заявился. без разницы, какой ультой ты же, ну, если в пол ультуешь, ты, ну, доджишь. Я не доджу, я не доджу. Ну, значит, можно, ну, если не доджишь, то можно просто чуть дальше пролететь, и все. Тогда точно задоджишь. Ну, сейчас ну ладно, уже дальше смотреть нету, еще просто к ним зайдете. Давай затестим с Арком и затестим с Джиггернаутом. Ну, вроде как, то оно не работало. Ну, сейчас, ну, посмотрим. Ну, он за тобой летит, но он тебя не дамажит, вроде так оно. Ну, не, понятно, что ну, сейчас ландшафт, блядь. Вот. Да, а чё мне альтшифт не работает? Что это бывает такое, там подожди чуть-чуть да и нажми не, медленно. я в этом, я не в доте просто, он иногда именно в самой доте не позволяет нажать. В стиме, точнее. Ну и в стиме, и в доте, там альтабиться нужно просто в другое приложение. Так. А когда вообще этот баг с арком появился? Да, а он не пропадал никуда, просто с Виздомом никто не тестил. С Виздомом только сейчас затестили. Но вот я о нем узнал, ну вот 3 дня назад где-то. Так. Это кто тебе сказал, кто-то? Да, я в ТикТоке увидел. Так. Host times. Я, короче, не знаю, как Виздом спавнить, я просто вот так вот сделаю. Долго ждать придется. Ну ладно. Пока что давай Storm Spirit. Да, давай. И Juggernaut. Бомба, по-моему, трем. Так, чтобы он не стерся. Так вот. Ой, сейчас подальше стану, чтобы он там вдруг не перескочил. Ну, это если прям в пол. А, ну да, он продолжает на тебя. Но, да. Ну, да. Но... Ну, тогда, ну, вот просто если чуть дальше ультануть, то он остается на месте. Да. Ну-ка. Ой, блядь, нормально я. Ну, от такого расстояния достаточно. Но это практически что, ну, в пол. Там маны особо не тратит. Ну, сколько маны потратит, давай проверим. А, у тебя бесконечно рублено. Я вроде выключил. Ну, 300 маны где-то тратит, да. Нормально, ну, это практически что в пол. Так, сейчас еще. Host, timescale. Бля, вообще 100 можно прописать, но он что-то не прописывается. А еще... Ну, все, сейчас отспавнится. Еще мне левел надо вот так вот.
Ну, по идее, он вот так вот, ну, работает. Ну, еще. О, Э, все, пофиксили. ну-ка, подожди. Пофиксили, видимо. Ну ладно. Не, ну вообще, ну-ка, может он как-то по-другому? Ну ты Ща. точно правильно все делаешь? Но там в ТикТоке челы просто и вот этот вставляли туп, ну, ставили копию сюда и все. Так, все, мне тогда видос уже можно выключать, наверное, да, Да-да-да. запись?